Баршаңызға сәлем, мы в Узбекистане, в городе Ташкент, и мы сейчас находимся в Тилинском центре, и также мы будем отправляться по разным городам. Баршаңызға сәлем. Города ждут, плов стынет, самса горячая выпекается. Кет. Все, тур жетур кет. Первый дилерский центр в Узбекистане. Я владелец такой машины. Потрясающий автомобиль. Вообще шикарный. Мы прилетели в солнечный Узбекистан. Ташкент встретил нас распростертыми руками. И сейчас мы находимся в дилерском центре Jet Tour. И уже завтра в 4 утра вылетаем в Бухару, откуда начнется наше супер путешествие. Друзья, всем привет! Мы приехали в невероятное место. Мой узбекский друг Умар сейчас скажет, где мы находимся. В Бухаре, на старом городе. Ага. Насколько я знаю, мы сейчас находимся в цитадели Арк, одной из самых старых архитектурных сооружений Узбекистана, у которого история насчитывает более 1500 лет. Самое интересное, это город в городе, чтобы вы понимали. Это невероятная крепость с высотой стен 20 метров. Ну что, ребят, всем большой привет. С вами снова я, Идрис. Уже во второй раз я в автопобеге вместе с Jet Tour. Но на этот раз я не один, а вместе с моей мамой. Привет! И мы вместе будем все эти 5 дней наслаждаться видами красивого Узбекистана. Вот. Твои эмоции? Это было вообще супер, как нас вчера встретили. Я прям вообще довольная. Но она еще не представляет, что ее ожидает, потому что я знаю с первого тура, насколько классные эмоции мы получим. Поэтому вы следите за этим. Предвкушение от этой поездки. Я думаю, будет супер. Да. Да, невозможно передать все эти ощущения, которые мы испытываем здесь, на территории цитадель Арк, историческом памятнике, архитектурном, можно сказать. Это большая крепость. Вы только представьте, здесь могли обсуждать войны, шли какие-то переговоры. В коронационных залах были какие-то торжественные мероприятия. Здесь обсуждались судьбы караванов. Это фантастика. И огромное спасибо всем тем, кто охраняет и развивает цитадель Арк. Поэтому добро пожаловать в Бухару, а мы продолжаем наше путешествие. Мы находимся сейчас в самом центре Бухары. Это площадь Пои-Колон. И здесь есть медресе и мечеть. Мечеть, кстати, активная. Мы сейчас туда посмотрим, зайдем и оценим, как это вообще внутри выглядит. Какое-то просто невероятно впечатляющее место. Когда стоишь возле стен, есть ощущение, что ты просто попадаешь в прошлое. Камбар, можешь меня вот здесь фотографировать? Блин, капец, классный кадр. Блин, меня тоже сфотайте. Держишь? Друзья, зрители Jet Tour,
Позади нашего оператора точно такой же медресе, как и позади меня. Очень красивые места. Мы находимся сейчас просто в историческом центре, месте, где здесь недалеко, кстати, у хана была своя крепость. И вот здесь мечети, такие вот красивые сооружения. Классно погуляли, поснимали. Сейчас пойдем обедать наконец-таки. На востоке, что за небо без луны, на востоке. Интерактив. Каждый экипаж получает по 100 тысяч сум. Ну как будто нечестно с вами играть вот так вот. Да. Чуть-чуть. Торговаться сможет одну вещь. 20 минут дается. Может им 50 тысяч. Ну так нечестно. Ну как ты самую необычную вещь принесут. Они знают просто, Ну как будто наверное. 100. Наша команда. Самую необычную вещь, да? Хорошо. 15 таймер. Мы встречаемся здесь. Встречаемся здесь. Кисюшка нет. Сколько у вас кувшины стоят? Блин, у нас только 100 тысяч. Сам сушку делает. Здравствуйте. И нам дали только 100 тысяч. Мы вам сделаем рекламу. Отметьте, есть у вас Инстаграм? Вот. Если нам за 100 дадите, мы Ура! А насколько это необычно? Я считаю, это интересно. Они сейчас Bize yutamiz. Bizi juda ko'p narsalarni harakat qildi. Mana bunaqa narsalar olamiz deb o'yladik. Do'ppi olamiz dedik, kiyim olamiz. Oxiri topganimiz mana shu bo'ldi. Bu konkret необычныйsi bo'ladi. Men sizlarga buni tushuntirib beraman. Bu birinchidan haqiqiy nostalgiya. Bizda kim buni ko'rsa, yosh kattalar, masalan, 40-45 yoshli buni ko'rsa, yoshligini eslaydi. Hammani servantida, hammani shu uyida bor suvenirlardan bittasi. Ko'pchilik buni просто suvenir yoki игрушка deb o'ynaydi. Yo'q, bu aslida Ketdik. Блин. Я думаю, мы сильно офигевшие уже. Мы проиграем, но зато все будут счастливы, потому что мы купили халву. мы хоть и не выиграем, но зато накормим всех. Ради всех мы, ради команды. Такого нет нигде здесь. У нас узбекские трусы с узбекскими узорами. Стынки даже, можно сказать. Узбекские, национальные. Это трусы, мама надевай. Нет! Наша команда за 100 тысяч умудрилась ухватить себе побольше кусочков ткани. Я считаю, из этих тканей можно сделать 10 этих трусов. Очень интересно. Ну, На удивление, за размер 100 твой. тысяч. 100 тысяч. Я считаю, это очень необычно. Это просто игрушка, вот сувенир, птица. А так не просто игрушка, это буль-буль. Ну, это гранд. Это чисто узбекский вот, ностальгия. А мы купили всем. На каждого хватит теперь вот этой халвы. Так что вот наш сувенир. Сейчас покушаем. Вы считаете, что свистулька самое простое, да? Но он такое детство. Это салат обычный. Халва. Вот халат. Нет, имеется в виду, что за 100 тысяч. Нет, за 25 тысяч. За 25 тысяч. Да. А нам надо было на 100 тысяч. Нет, если объективный итог подвести, я бы распределил по местам. Это первое место. Все. Это второе место. Халва третье место, а свистулька четвертое. Это мое мнение. Халва, четвертая свистулька. Самое простое свистулька. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Погнали.